Менің атым Рахим, фамилиям Ошуров. Меня зовут Рахим, фамилия Ушуров. Недавно я написал книгу «Уйгурские блюда». В нее вошли 700 рецептов нашей национальной кухни. Но это далеко не все ее богатства. И среди этих сотен и сотен блюд самые популярные и самые любимые – лагман. Далеко-далеко от наших мест у лагмана есть родственник – итальянское спагетти. Кто знает, быть может, еще знаменитый Марко Поло на караванных дорогах Востока подсмотрел его секрет у наших поваров. А может, и наоборот. Конечно, сколько ни повторяй халва, халва, во рту не станет сладко. Сколько ни рассказывай о лагмане, вкус его не узнаешь, пока не отведаешь. Это было очень давно, когда горы еще не перестали расти, а реки не успели добежать до моря. Древняя легенда гласит, предки наших предков пришли на свою землю и увидели вокруг только песок да камень. «Почему ты поселил нас в этом мертвом краю?» – спросили они Создателя. «Разве может здесь прорасти живой побег?» И тот ответил: «Я дал вам руки для труда и сердце для любви. Значит, у вас есть все, чтобы вырастить дерево жизни». Вглядитесь в древние миниатюры. Эти люди едят, скажет человек недалекий, а мудрый ответит: они угощают друзей. На Востоке издавна любят и умеют накрыть дружеский стол. Вы никогда не задумывались, почему люди любят беседовать именно за трапезой? В уйгурских домах почти не бывает маленьких двориков. Двор должен быть просторным и тенистым, чтобы гостям было не тесно. Почтенным старикам беседа как отрада. В ней вновь цветет весна увянувшего сада. Меж берегов забот, вдоль островов желаний течет издалека река воспоминаний. Иногда говорят, встретили гостей, чем могли. Когда слышу такое, думаю, значит, приняли человека без должного гостеприимства. Есть еще один маленький секрет. Чтобы еда была гостю в радость, надо дать ему время созреть. Не зря ведь в Уйгуре говорят, что человек ест сначала ушами, потом носом, глазами и только потом уже ртом.
красота, она вокруг нас. Самому творить ее радость. И всегда немного чуда. Все цветы этого букета сделаны из овощей. Эти прекрасные розы минуту назад были обыкновенной свеклой, а белоснежный тюльпан – простой луковицей. И если я когда-нибудь сложу свои лучи стихи, они, наверное, будут о человеческих руках, о женских руках. О, руки женщины, найду ли слов алмаз, чтобы строкой стиха опять восславить вас, и тайна бытия, и жизни вечный круг, все держится тобой, о чудо женских рук. Однако мы забыли про лагман. Для него нужно, во-первых, мясо, во-вторых, овощи и приправы, и, в-третьих, терпение. Говорят же, что только терпеливый закончит дело, торопливее же упадет на полпути. Повар должен поспешать медленно. В детстве я спрашивал отца, что делает лагман вкусным. Думал, он назовет неизвестные мне приправы. А отец сказал: труд. Мой дед был искусным поваром, и отец ни в чем ему не уступал. Так что я, можно сказать,
потомственный повар. От них я узнал, что почти каждое уйгурское блюдо имеет свою особенность. Скажем, каваб. Так у нас называют шашлык. Блюдо для базара. Вот гультабах. Блюдо-цветок. Вот крохотные с ноготок пельмени, чачуря. Про них говорят, чтобы приготовить чачуря, нужно 10 рук. А чтобы съесть, всего 1 рот. А лагман на особом счету. Люблю, когда дело спорится. Люблю, когда у гостей начинается нетерпение. Иногда спрашивает, ну что ты нашел в поварском деле? Пишешь стихи, и вдруг это. Не знаю. Наверное, есть что-то общее, как во всякой хорошей работе. Сегодня у нас большой праздник. Первые шаги будущего джигита. Пусть твоя дорога, малыш, будет чистой и светлой, как этот белоснежный хлопок. Пусть твои первые слезы будут последними, да сопутствует тебе в жизни веселье и радость, и да будет твое сердце щедрым, а стол богатым. Степным жеребенком скачи, мой сынок, веселым и звонком расти, мой сынок. Я дам тебе гордые крылья орленка, крылатым и смелым ты будешь, сынок. Bıraksan gül baharım bak Baharının koynida Когда я был мальчишкой-стригунком, и детский мир еще мне не был тесен, то вместе с материнским молоком я впитывал звучание наших песен. В них и печаль, и красота мечты, в них соль земли, и боль ее хранится. Вот почему так вечны и чисты уйгурских песен древние страницы. Uyghur halkının bundaq bir maqalısı var. Bazarda 1000 kişi, köngülde 1 kişi. Şu У уйгуров есть пословица: на базаре 1000, в душе 1. Тот самый долгожданный гость, которого ты позвал в свой дом. Накормить его досыта,
Дело не хитрое. Но ведь гость, он для душевной беседы, для долгого застолья. Вот почему на игурском столе такое великое разнообразие. Ведь если народ веками хранил и приумножал секреты блюд, удивительных не только по вкусу, но и по красоте, значит, в этом есть что-то большее, чем простая потребность насытиться. Есть шедевры искусства, а это шедевры кулинарии. Правда, век у них короткий. Но с другой стороны, как посмотреть? Труд, вложенный сначала в плоды земли, а потом в то, чтобы они стали доброй едой, он, этот труд, возрождается в другом человеческом труде. Каменщика, врача или поэта. А если так, думаю я, то выходит, что и мое негромкое дело питает вечно зеленое дерево жизни.